стекла, огромные блоки бетона, такой подавляющий это самое. Но самое главное, что они все были одинаковые. И если какой-то был не такой, его сразу вырубали, выкидывали. Нет, они должны быть точно такие же. И вот мы играли примерно, как ты сейчас играл, это начало этой прелюдии. Торжественно, ну, не знаю как, хорошее слово, как портьеры Большого театра. Да? На самом деле, органист садится за орган, пробует там настойку, там гробы. Ла-ти-да-та-па-па-па-ти-да-та-па-па. Такой пустячок барочный. Он просто эту гаммочку пробегает. Это вроде как сейчас многие говорят, сейчас звукорежиссура записывающая достигла такого мастерства, что такая шутка гуляет среди звукорежиссеров. Ты приди мне сыграй до мажорную гаммочку, я запишу. А я из нее тебе намонтирую хоть сонату Франка, хоть сонату Бетховена. Я сам все сделаю. Ты только играй. Ну так и здесь получается. Просто пришел органист, да типа. А потом начинаются рулады. И уже дальше потихонечку начинает проявляться содержимое этой музыки. Понятно? Так что не вклад. Во-первых, это не фото. Во-вторых, она играется прихотливо. Я понятно выражаюсь? Да. По движению. Прихотливо. Так, между прочим, пустячок. Пожалуйста. Вот это уже ближе к истине. Единственное, что, чтобы ты, когда это играешь, вспомнил, что, в общем, дальше, я надеюсь, когда-нибудь у тебя эта прелюдия пойдет в более быстром темпе, чем сейчас. Поэтому и первая фраза у тебя будет немножко такая более та-та-та-та-та-та, типа па-па. Немножко более подвижная. Дальше. Ну и дальше можно бесконечно углубляться в этот океан этой страны, которая там есть. Ну типа. Ла-па-па-па-пам. Та-та-та-та-та. Обязательно пауза. Почему? Барокко, инструментальное исполнительство, да? Но это не только Бах, понятно? Это Гендель. Это много сколько чего композитора. Это как раз обилие пауз, обилие цезур, обилие вздохов. Если романтическая виолончель, романтическая музыка, когда идеалом игры на виолончели является человеческий голос, это понятно, да? Это значит легато, значит соединение нот. Это значит максимально возможная длинная линия, вот такая фраза красивая вокальная. А здесь все наоборот. Там написано ла-па-па-па-пам, та-та-та-та-та-та. До написано четверть и 16, и потом дальше 16. Паузы нету. Там она не написана. Но если ты владеешь этим стилем, собираешься играть, да, ты обязан сделать цезуру. Ла-та-та-та-там. Цезура. Па-па-па-па-па-па-па-ра-ди-да-та-та-та-та. И то, что дальше идет, там не легато, а отдельно смычками дедашем, да. Отдельно. Не все ноты там отдельные. Там попадаются коротенькие лиги. Но там гораздо больше отдельного, чем ты сейчас играешь легато. Да, вот это уже такой начинает, такой, я бы сказал, полуфабрикат необходимого вырабатываться. Понятно, да? То есть основа для работы, как бы. Ля-ра-да-ра-да, па-па-па-па-па-па, ти-да-да-да-да, па-па-па. Вот здесь лиги у меня есть. Ты спросишь, на сколько нот, я скажу, я не знаю, я не понимаю. Почему я настаиваю, Оль, почему я настаиваю на... Нет, вообще-то я настаиваю на лимонных корочках обычно. Понятно. Да, почему я А я на настаиваю... брусники. Да-да-да. Почему я настаиваю на том, чтобы у ученика на пульсе стояла именно Анна Магдалена? Вот текст. Хотя, казалось бы, там вот хрень какая-то. Да? Но вот эти ноты, которые она написала, на которые Бах смотрел, которые точно известно, он проверял, то, что она написала, как бы своими самыми там карандашками, да? Они, во-первых, они оттуда. Это не какие-то дяди из 19 века, из 20-го, понимаешь?
на себя взяли труд за вас там переварить, разобраться, разжевать, а вы просто ротик откроете, и вам они ложечку в ротик положат. И вы просто это молча употребите без всякой пользы. Так вы сами разбираетесь, вы сами думаете. И ученик сам соображает, а там 5 минут или 4, спрашивают у меня. Я говорю, почем я знаю, тебе играть? Давай разбирайся сам, предлагай сам. А потом, когда ты мне сыграешь, я уже тебе только как педагог скажу, ты меня убедил 5 нотами или все-таки 4. Понятно, да? Ну. Так. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Значит, дальнейший один из таких барочных таких закономерностей. Вибрация в Бахе и барокко особое дело. Гораздо большее значение имели украшения игры не вибрацией, а мелизмами. Форшлагами, мордентами, трелями, нашлагами, заполнениями, гаммами и прочим. Урладами и прочим. Понятно? Но вибрация все-таки была. На каких нотах мы ее можем сейчас делать? Мы ее можем делать на тех нотах, которые являются, с нашей точки зрения, важными в смысле содержания музыки. Так? Действует общее правило. На форте вибрации больше барокко. На пиано ее совсем мало, либо нет вообще. Вот это вы хорошо запомните. Понятно? Значит, как понять, какие ноты важные? Ну вот, когда идут лады гамообразные в начале, это понятно почему. Смотри. Та-та-та-та-да-ра-ра. Мелодия уперлась в ре. Поехала обратно. Ти-да-да-да-да. Па-па-па-па-па-па. Ти. Да-да-да. Та. Сюда. Та-та-та-та-та-та. Ти-да. И дальше вот в этом месте такая же конструкция. Это что означает? Ноты, на которые она упирается и после которых меняет свое движение на противоположную сторону, да, они, очевидно, являются значимыми. Скажи, до свидания. Болеешь, да? Иди сюда. Болеешь? Родители отдышку спрячься. Стой, Кирилл, иди. Спасибо, скажи за мастер-класс, до свидания. Ну ты лечиться-то будешь? Да, буду. А ты знаешь, что когда у тебя насморк, вот так вот, да, тебе на виолончели нельзя играть? То есть... Ага. Иди сядь. Иди сядь сюда. Еще одна лекция, можно? Коротенькая. Можно? Молчайте. Коротенькая. Тендовагинит. А? Какая-то болезнь. Какая-то болезнь? Не какая-то. Связана с А одна единственная, одна единственная болезнь, которая нас лишает нашего инструмента пожизненно. Это как сегодня была пожизненная ронда, так эта болезнь лишает виолончели абсолютно. Она переводится как воспаление оболочек суставов на руках. Значит, существует масса болезней всяких разных. Миозиты, невриты, невралгиты, много чего. Это все ерунда. Вот это единственная болезнь музыкантов. Она не только у музыкантов. Но она неизлечима. Современная медицина ее вылечить не может. Она является хронической. В чем она выражается? Вы берете инструмент, начинаете играть. Через минут 10-15 начинается боль. Вот тут и вот тут. Вы продолжаете играть, боль усиливается. Через какое-то количество времени, там еще минут 10-15, она усиливается настолько, что у вас смычок падает на пол. Вы играть больше не можете ни одной ноты. И вам нужно часа 2-3, а кому-то и полдня, а кому-то до завтра, не трогать ни смычок, ни виолончель. На следующий день ситуация повторяется. И она будет повторяться всю жизнь, к сожалению. Потому что у вас образовался, не дай бог, хронический тендовагинит. Я понятно выражаюсь? Бывали такие, но Масса. это не хронические. Масса выдающихся музыкантов в прошлом, да, это называется переигрывание рук. На жаргонном фольклоре называется переигрывание руки. Сейчас, когда кто-то переигрывает руки, можно виолончель продавать и уходить в теоретики, дирижеры, хоровики, звукорежиссуру и так далее и тому подобное. Играть невозможно. Как образовывается эта болезнь? Да очень просто она образовывается, к сожалению. У вас температура или нет температуры на насморк.
или нет аппетита, как-то ломает. Знаете, вот состояние ОРЗшное, когда вот через голова, ну вот вы чувствуете, что заболеваете. Да. А у вас на следующий день концерт или экзамен. Или педагог, который будет сильно ругаться, если вы чего-то не доучите. А я про педагога умолкаю, потому что педагог пришел. Это у нас шутки идут. Я понимаю. Вам надо заниматься, короче говоря. И вы делаете над собой усилия, а даже усилия нету. Пожалуйста, вы играете легко, свободно занимаетесь. И на следующий день или через день у вас это дело проявляется. Все, ребята, привет. Можно было лайку выкидывать. Поэтому, вот пока у тебя сопли такие, ты на начале не играй. Иначе есть риск вот этой болезни у тебя. И потом больше никогда не будешь заниматься. То есть нужно 100% вылечиться, тогда только можно заниматься. Понял? Все, давай иди, перечисли. Спасибо, до свидания. А шанс вероятности заболевания. Чего? Шанс вероятности заболевания такой болезнью. Вот такой, я тебе скажу, 70-80%, потому что, ну, я по своему опыту тебе скажу, что у некоторых людей, конечно, проходят эти дела. Но когда какой-то концерт или экзамен, приходилось заниматься. Когда там, допустим, конкурс Чайковского, будь здоров, кстати, там птичка. Да. Когда, допустим, конкурс Чайковского был, У вас все закончили? некоторые пианисты играли с уколами третий тур. Ну, чтобы сыграть, нельзя пропускать. Конечно, у них не у всех переигрываются руки, понятно. То есть кому-то везло в этом плане. Но многим не везет. Ну. Есть специальная методика о том, как заниматься, когда вот насморк, когда небольшая температура, есть она. Но это отдельный вопрос, как бы. Это надо уметь, и это очень опасно. Не стоит этого делать. Так, ну по поводу чего ты отвлеклись от Баха-то? Куда мы свернули с Баха? В каком месте? У вас Лекция. что фортом Вибрация. больше вибраций, фортом меньше. А как возникло профзаболевание у нас с чего? Это При какой чихнул, завязке? чихнул Из-за него, кашлял, да? да. Из-за него, понятно. Еще один момент. У нас еще будет Шуберт со Славой. И в 5 у нас званый ужин. А я знаю. Да, я понимаю, это самое... Я понимаю, что это не... Ну, В 5 это значит, мы там должны быть уже. ну, выйдем в 5 нормально. А можно я выйду без 5? Да. Не, потому что если ректор, прихода ректора мы должны быть уже как бы нехорошо, если он первый придет, а мы потом. Ничего страшного. Не, ну как, ну это так. Ну, мы без 5 выйдем, давайте. Без 10 я медленно хожу. Хорошо, Я позже ректора не могу приходить. Хорошо. Будет неуважение. хорошо. Хорошо, ладно, понял. Так, время есть. Да. Двое еще, в общем. Значит, Шуберт и... И все, и вот Бах. Ну да, я понял. То есть, та-та-та-та-та-та-та, первая важная нота вверху, да? По секрету могу сказать, что такие важные ноты, они чаще всего образовывают именно второй скрытый голос. Что такое линейная полифония, одноголосная? Есть в литературе у вас было такие? Нет. Скрытые мелодии, Да. то есть Скрытое что? Ну, Полифония. полифон. такой термин линейно, как бы нет, не слышали. Ну ладно. А линейная это значит горизонтальная, вытянутая в одну линию. Можно сказать одноголосная, можно сказать скрытая. Ну, да. Вот этого очень много в барокко, очень много у Баха, и мы обязаны это делать. В чем она заключается? Она заключается в сцеплении микромотивов. Не буду объяснять, что это такое, а покажу на примере. Алеманда из типа первой свиты. Татьян ти да да ди ба 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 ра да ра ди да та ра да да ти да да ра да ля ра ти да да ба 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 па ти да та ра да ра ти да ра ба ба. Вот я сейчас спел ее как романтическую одноголосный мотивчик. А теперь я сейчас спою, немножко утрируя, я понятно выражаюсь, Да, утрируя, да. но постараюсь показать вот эти самые микромотивы там скрытые, которые образовывают полифонию скрытую. Татья, ти да да да, па 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 ра да ра ди, та 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 та, ти да да та, па 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 ра да ра ди, та па па па, ти та та та, па 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 ра да ра та, ти та ра да ра та. Вы поняли, что я делаю? Между прочим, многие вот так играют один в один. Для себя. Я сейчас немножко утрировал. А многие прям так и играют. И вот это вот разные голоса.
Таким образом, па-па-па-па-па-па, ти-та-та-та-ра, па-па-па-па-па-па, ти-та-та-та-та, ла-ра-да-да-па, ти-та-та-та, та-та-та-та-та, па-па-па-па-ра-да-ра-да. Вот те ноты, которые я сейчас выделял, они вот в этом громообразном кусочке образовывают как бы второй голос скрытый. И ты эти ноты не имеешь права играть так же, как ноты вокруг них. То есть ты так будешь играть, и тебе скажут, да пошел ты со своим одноголосием. Так Баха играли 50 лет назад. Понимаешь, да? Чем это показать? У нас варианты вибрация, варианты звук, варианты черточки, вибрации паузы до нее, вибрации цезуры после нее. Вообще довольно много вариантов. В данном случае я думаю, что одна вибратинка. Но это означает, что все остальные ноты ты вибрировать вокруг нее не имеешь права. Потому что тогда твоя вибрация на ней не сработает. Понятно? Поэтому ты начинаешь прелюдию, да, с вибрацией, и ты не прав. Вначале лам та ра да та 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 там па-па-па-па. Ну, допустим, с натяжкой можно вот так. Но вообще-то говоря, это один голос пошел. Поэтому там та ра, вот ты трясешь эти до си, это является ошибкой. Это минус 1,5 балла протокола жюри на втором туре конкурса западного крупного. А потом смычок снимает, да? Че? Смычок снимает, да? Цезуру. Когда смычок снимать? В цезуре. Че? После цезуры. Ну, после до, наверное, да. Не, ну цезура это и есть маленькая пауза. Смычок О, не на ребятке. снимается, нет, он не снимается, просто он. Останавливается, да? Цезура это и есть маленькая пауза. Давай. Тоже сломал, до конца не до лишнего же слышишь. Дальше. Довольно сложное место, потому что здесь двойная полифония. Первая полифония, вопрос-ответ. Диалог двух. А вторая полифония более мелкая. Значит, если ты играешь ля-та-та-та-там, да? Значит, ты не играешь полифонии. Ты должен сказать лям-пам-пам, ля-та-ти-там, па-па-па-па-ра-да-ра. Пожалуйста. Единственное, что мне сейчас не нравится у тебя, это как-то вот сам тембр звука и как-то еще без сцепления. Рядом, когда там, то есть первый там, пам, 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 Да, пам-пам-пам, да. Ну и чтобы жизнь тебе не казалась медом, как говорят русские, да, должен тебе сказать, что когда ты разберешь это все по голосам, и когда ты это построишь, да, то ты не будешь иметь права играть. Ти-та-та-та-ра-да-ра-па-па-па-пам. Ти-та-та-та-ра-да-ра-па-пам. Та-та-та-та-ра-да-ра-пам. А вот та-та, понимаете, написано-то у него, извините. У него написано сплошное полотно. И вы умудритесь его не ломать, не резать на кусочки. То есть, когда вы начинаете работать, вы режете. А потом ваша задача их склеить. Но чтобы эта полифония осталась. Понятно? Проблема. Дальше. Соль мажор, ты пришел? Ноты есть там у тебя? Ну, посоли себе дальше. Просто чтобы ты Одиночки, ориентировался, откуда дальше. Только быстрее, потому что еще Слава. Остался час. Думаю, быстрее. Да,
вибрации. Ла, ри, ла, та, 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 ти, та, та, ти, да, та, ти, да, та, па, па. Ну, не полно, но 2-3 точно. Урать, да? Что? Урать. Вибрация. Нет, у тебя не было ее вообще? Ага. У тебя не было? Идут пятерочки. Мгм. Тара-дара-дам, ти-та-та-тара-дара. Ля-та-та-та-там, ти-та-та-тара-дара. Ля-та-та-та-там. Пятерочки в окружении гамм. Значит, гамма это никакой не полифония, а вот пятерочки это скрытый голос, который поднимается и увеличивается. Здесь видишь их, да? Ага. Вот они требуют вибрации. У тебя появляется какой-то звук на бахе, которого я не слышал в Мисковском. Вот Мисковского ты, мне кажется, играл очень часто. Называется звук по карточкам, да? Не выдавая звук там, где необходим был. То есть очень часто это было тихо, это было невыразительно, это было блекло. Но у тебя не было в Мисковском ни одной ноты вот таким звуком, как сейчас. У тебя даже пиано, там было со сцеплением, плотное. А здесь у тебя какой-то шульпантичелло звучит. Ты так понимаешь звук в бахе? Нет, мы просто сейчас как бы работаем же. Ну и что? Старайся вообще делать. У Баха даже пиано, даже пианиссимо, да? Да каждые нотки должны быть как зернышки. Плотненькие, со сцеплением, на полном тембре. Обязательно. А у тебя немножко такое зурнение сейчас идет по течению. Не болеешь, ничего не болит. Еще раз, да? Ты посидишь и... Как скажешь? Первая кульминация прелюдия. Я та-та-та, тира-та-та-ти-та-та, па-пам. Порта. Да? Вот теперь насчет барочной динамики. Тебе что-нибудь говорит понятие террасообразной динамики?